Друзья, ассаламу алейкум, всем доброго времени суток, я вас приветствую у себя на канале Киса Чечня. Сегодня мы с вами поговорим о некоторых таких вопросах, часто задаваемых, и, ну, чтобы люди, потому что я понимаю, что люди приходят новые каждый раз, люди хотят узнать какую-то информацию, вот поэтому я постараюсь поделиться с вами ей. Ну, начнем с того, что у меня сегодня... а, Ну, этот день мне нужно пережить. Это всегда такой день для меня как бы траурный. Но нельзя его таким назвать. Мама жива, все хорошо. Но каждый раз, когда мама приезжает, у меня побудет несколько дней, я вообще себе не могу найти места. Мне до такой степени такая тоска бывает. Ой, вообще. Я часто задаю себе вопросы вообще, почему в жизни так придумали? Почему все дочки не живут с мамами? Да? Почему мамы не живут с дочками? Ну, мама между нами не может разорваться, и там помощь нужна, и мне помощь нужна, но я не знаю. Вот все дни, что она здесь пробыла, все дни она что-то готовила, что-то делала. Вот она такой человек, знаете, вот что касается готовки, мне кажется, никогда такого нет, чтобы она сказала: ой, я не хочу, завтра можно? Я вчера была целый день на оптовом рынке, скуплялась, поехала за заказами, и много чего купить нужно было. Они остались с Анжелой, тут хозяйничали. Но они и пирогов напекли, и булочек. Я не знаю, если у Анжелы что-то есть, она снимала, я обязательно перекину себе, я обязательно вам покажу. Ну, я знаю, что мало, потому что она говорит: ой, мама, так спешили, вчера все хотели успеть. И пироги напекли с орехами, и булочки пекли. Мы приехали с супругом с рейса, девочки. Уже время было где-то начало 9-го. Холодина ужасная. Там, в Махачкале, ужасный пошел снег, сильный, прям крупный, да, вот прям. И мы выезжали уже прям, знаете, ну он-то моментально таял, но вот света белого не видно было. Настолько крупный шел, что непривычно. То я думала, Ведено тут вообще будет, потому что Ведено обычно сильнее бывает. Но, как ни странно, нет, Ведено не было. Но уже там была плюсовая, а уже Ведено поднялись. Чуть выше сюда к нам уже -2, уже асфальт скользкий, а у нас еще резина летняя. Конечно, это очень опасно по такой погоде разъезжать, то сегодня Висхан и супруг этим занимались целый день, там что-то возились с машиной и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, что мы вчера приехали поздно, ночью уже, ну не ночью, уже поздним вечером, и нажарили котлеток они, напекли пирогов, всего. Но я ждала зеленый борщ. Я же купила щавля. Я думала, мама говорит: кис, правда, сегодня не успели. Сегодня они пельмени лепили с Анжелой, и пироги пекли, и что они там еще, котлеты жарили. В общем, много делов было. Тут же еще и дети тоже, и все остальные люди накормить там, тут так далее и тому подобное. Что я говорю: мама, я так ехала домой, думала, ты борща сварила зеленого, так мне уже не терпелось. Но она ничего не ответила, а потом что-то спустя время, час мы отдохнули, пока переговорили, она говорит: я сейчас, наверное, сварю зеленый борщ. А время я уже не помню, девочки. То ли начало 12-го, я говорю: ты что, говорю, если что, то завтра с утра, но ничего. Нет, все равно мы еще спать не скоро будем ложиться, ты будешь посылки собирать. Она ровно за какие-то 20-30 минут сварила этот борщ. Но сразу говорю, что борщ был без мяса, потому что дети, Анжела вообще не ест у нас с мясом, поэтому... Но я хочу сказать, некоторые с мясом такого никогда не сварят, как она без мяса. Он очень вкусный получился, наваристый. И что самое главное, картошка. Картошку в мешок взяла, ну не то, что там переживала, но немножко были у меня такие сомнения, а вдруг попадется не очень хорошая, и целый мешок взяла, хотя она такая шершавая на вид, и все ее хвалили. Закрываем двери. Вот, ну, взяла на свой страх и риск, но мама говорит, картошка очень хорошая. Кстати, вот видите, у меня на руке. Но уже меня успокоили, сказали, что это люди пишут от тяжести. Ну, я не удивлюсь, если от тяжести таскаем, ого-го, сколько. Вот, вчера приехала, ноги все мокрые, мама меня ругает, говорит: ты все всем покупаешь, продаешь, только у самой. А такие дела, знаете, невысокие. Ну, такие они, знаете, внутри теплые они, а сверху, ну, не как колошки, а такие, как полусапожки маленькие. Но надо туда повыше что-то делать, потому что огромные лужи, никуда не подойти, везде эти фуры, газели, оптовики стоят. Чтобы зайти в одну базу, в какой-то один определенный магазин, это нужно, я не знаю, ну,
лужи большие. Вот после дождя, после снега, и везде стоят машины, не пройти. И суть дела в том, что я не то, что набрала воды в них, нет. То, что я бежала, бегом бегала, с одного нужно было все успеть, нужно было, представьте, на одного человека, на одного клиента, это как минимум нужно работать час, а то и больше, чтобы собрать все, что он хочет. Допустим, если большой заказ, он там с одного магазина одно хочет, с другого другое, там на подарки к Новому году, посуда какая-то. Это ты все бегаешь с одного края в конец, а может приходится вообще на другой рынок бежать. Ну, в общем, это все очень долгая возня. И бегом ты бежишь, и еще плюс идет мокрый снег и дождь, и ты... Мама, можно я сегодня клипы? Я когда закончу... Я уже скучаю. Я сейчас закончу, потом мы поговорим, хорошо? Угу. Закрываешь дверь. Ну, в общем, вот так вот я пробегала. Мама говорит, киса, ты все продаешь, всем отправляешь, но себе, ну, купи себе такие, как будто сапожки, чтобы сверху это была резина, а внутри мягкие. Ну простудишь ноги, потом усядешься, здоровье загробишь свое. Ну, я говорю, да, куплю. Я говорю, она говорит, так купишь, ты, да, сама. Не, надо купить, на самом деле. Ноги вчера прям ледяные были, я долго не могла согреться, очень поздно приехали. Девочки, сегодня у нас с вами понедельник, сегодня мы будем собирать посылки. Вот. Завтра мы отправляем все посылки, те, которые грузоперевозки, да, которые по грузоперевозкам. У меня там получилась одна неприятная очень история. Дело в том, что я оплатила посуду, вот эти вот, я вам покажу эту посуду. Я ее ящик купила, оплатила как на 12 персон, а мне привезли ящик как на 6 персон. И вот одна женщина у меня, может быть, она меня сейчас смотрит, ее зовут Надежда, она у меня делает хорошие заказы всегда. Вот, она, как бы, я уже должна была ей отправить, у нее там и заказ, и посуда разная, и все такое. Она, уже я ей пообещала, что отправлю, вчера она мне написала, да я даже не смогла еще ответить никому. Я еще сегодня после этого выпуска сяду, всем отвечу. Но дело, она уже ждет, что я ей отправила. Я не отправила по той причине, потому что там с базы, когда отправляют на Газели все оптом, они бывают тоже путаются. Они это не специально сделали. Они ящики как-то поменяли, что они мне дали не на 12 персон, а на 6. Вот поэтому у меня чуть-чуть задержалось. Но этим людям я по-любому отправлю, ну, в среду. В среду обязательно. Во вторник они привезут, в среду я обязательно отправлю. Поэтому не волнуйтесь, девочки, все придет до Нового года. Всем все отправлю, тем более, кому нужно срочно, да, если кому-то нужно сервис какой-то или что-то, то мы отправляем по грузоперевозкам. Во-первых, там быстрее, во-вторых, это и дешевле, в-третьих, все придет целое. Какая бы ни была дорогая посуда, не бойтесь заказывать, мы все отправляем, вот деловые линии, DPD, Дзен, это все хорошие грузоперевозки. Единственное, что... Вот знаете, я вот вам говорю от всей души, потому что когда человек, и любой это подтвердит из заказчиков, когда человек уже заказ оплатил, да, вот я то-то, то-то хочу, мне, в принципе, все равно, да, как он пожелает клиент, я могу отправить через почту, через DPD, линии, мне все равно, да, но все ж таки мне хочется, чтобы у людей как больше, ну, по минимуму за перевозку ушло, за пересылку, ну, потому что понятно, что сам товар заказать, потом за оплату, за пересылку, это все. Поэтому я говорю вам сегодня с точностью, это уже проверено, мне разницы нету, девочки, вот мне совершенно нету разницы. Через какую, мне главное, купили у меня, а там, но все ж таки, СДЭК очень дорогая компания, очень дорогая. Вот груза вот эти вот перевозки, очень дорого, прям очень, в разы прям дорого. DPD, деловые линии, и еще есть одна у нас там, они намного дешевле. Намного. Поэтому, если вам нужно что-то заказывать, и вы живете там где-то на севере, ну, я не знаю, на Урале, через грузовые перевозки все дойдет очень быстро. Но только не через СДЭК, пожалуйста. Нет, если у вас много денег, если вы хотите, нет, киса, я хочу СДЭК. Вот со мной рядом, пусть будет дороже, но зато без проблем. Я просто говорю, чтобы как бы вам было, ну как-то чуточку дешевле, друзья.
Потому что я об этом очень сильно беспокоюсь, и для меня это важно, чтобы клиент остался доволен, чтобы ему как-то это было, ну, более-менее дешевле, скажем так. Поэтому вот так вот. Отправка завтра у меня будет во вторник. Те, у которых есть заказы, ложки, вилки, наборы, из-за этого набора заказ перенесется на среду. Почему? Потому что неправильно пришли груз, который мне пришел, поменяли, как я уже объясняла. Не на 6 персон, не на 12 персон отправили, а на 6. Поэтому они, естественно, дороже, но и людям нужны, поэтому, ну уж один день потерпите. Все отправлю, все дойдет, не волнуйтесь за это даже, друзья. Далее, вчера бегала, скуплялась, все это заказы. Обычно мой любимый текстиль, в котором я покупаю полотенца, пледы, одеяла, все это очень красиво. Там, девочки, продавец Зарема и девушка, которая у нее работала, Хадижа, да, то эти люди настолько стали мне родными, знаете, хотя все они меня уже знают меня и Азру тоже люблю очень сильно, многие они меня знают, также меня знает хорошо Зара, где посуда, ну, в общем, много-много-много, Гасан, который занимается посудой, эти все хорошие мои оптовики, с которым я уже давно имею дело, которые знаю люди дела, с которыми я работаю уже 3 года с чем-то. Я им доверяю, они мне доверяют. Это очень надежные люди. Но что я хотела сказать, в этом отделении текстиль, где я обычно беру полотенца, это все и прочее, с Заремой все время работала девушка. Ну, то есть она женщина, зовут ее Хадижа. Она вот занималась именно вот упаковкой, да, вот пришел человек, да, там заказал, там, мы же по много берем, там, допустим, пледов там одной расцветки, там, допустим, 40-50 штук, второй, полотенце тоже для лица, допустим, комплект, я считаю, это комплект, вот комплект ходит 6 полотенец, да, вот для лица, допустим, 100-200 комплектов, для рук, для бани, там, подарочные наборы и так далее, и так далее. Это очень большая работа. Вот я вам покажу синие большие пакеты, как это все нужно уложить красиво, да, чтобы это было, ну, вместительно, да, чтобы как можно меньше пакетов ушло на это, и чтобы это все было в рядочке, все стояло. И вот именно в этом магазине, вот, у Заремы, я всегда захожу, ну, во-первых, если это лето, то капитально работают кондиционеры, ты чувствуешь себя комфортно, хороший белый свет, да, и в нем ты можешь понять, что ты хочешь, ты видишь все, что ты хочешь, все лежит на полках. И если это лето, то это работают хорошо кондиционеры, если это зима, то тепло, вот эти вот батареи, вот эти вот, как я купила, вот эти, как они называются, обогреватели. И всегда у них вкусный чай, и всегда у них вкусные конфеты. И только я захожу, Зарема всегда, сестра, садимся пить чай. Мы садимся с ней пить чай. Хадижа сразу спрашивает, киса, что надо? Я говорю, то-то, то-то, то-то. Не успеем мы с ней выпить по кружке чая. Мы, естественно, вступаем в разговор. Она свое рассказывает, я и свое. Уже все, стоят пакеты, баулы, сумки, все это собрано. Вот за 5 секунд человек все собрал и стоит уже работать с другими клиентами. Это, понимаете, это когда ты уставший, когда ты целый день бегаешь, и ты зашел в магазин в оптовый, тебе нужно много купить, и когда человек там шустрый, когда он понимает, что он вообще, что происходит, когда он на своем месте, это просто, это no problem. То есть ты там не задержишься. А я, наоборот, именно там задерживаюсь, потому что у меня с ними идет разговор, мне очень нравятся эти люди, как они себя ведут, и все это. Это настолько, знаете, это настолько приятно. Мне вот все время супруг говорит, так, тебе сегодня надо в тот магазин? Я говорю, да. Он говорит, туда зайдешь в самую последнюю очередь, потому что у тебя там разговор затягивается надолго, не знаю, что вы там с ними делаете. Я говорю, нет, ну, во-первых, я и снимаю, да, товар, я и снимаю, я и смотрю, что себе купить, что мне нравится. Это нужно упаковать, собрать. Ну, естественно, время на чаепитие нам тоже нужно. Но вот эта вот Хадижа, она ушла по семейным проблемам, там у нее дети, все в школу пошли, некоторые до обеда, некоторые с утра, ну, в общем, пересменка. Кто после обеда, кто с утра, одних встречать, других провожать, а у нее 4 или 5 деток, я не помню. Но суть дела в том, что
Да, в тот магазин пришла другая девушка, она тоже неплохая, не нужно наговаривать, она тоже, но она намного моложе, она тоже такая шустрая. Но я хочу сказать, как мне не хватает Хадижи. Как мне не хватает Хадижи. Мне кажется, Зарема и Хадижа, Зарема хозяин магазина, Хадижа продавец. Но они друг друга дополняли, это было два в одном, да. Когда я первый раз пришла к Зареме, и там не было Хадижи, мне показалось, что магазин, который мне казался богатейшим в выборе, в красоте, какой хочешь, какая хочешь цена, какая хочешь расцветка, комплекты. Этот богатейший магазин мне показался каким-то бедным. Ну, сидит Зарема на своем месте. Стоят много огромных таких мешков, которые пришел товар с Турции, которые нужно разбирать, раскладывать по полкам, все аккуратно. Это все стоит, я говорю, Зарема, ты осиротила. Она говорит, Кис, честное слово, сейчас все это нужно. И знаешь, самое главное, найти человека надежного, да, это очень большая проблема, чтобы человек все делал правильно, да, чтобы умел с людьми общаться, умел предложить человеку. На самом деле для меня сейчас такая проблема, я не знаю, смогу ли я найти достойную замену. Мне так жалко, что, знаете, такой магазин мне показался бедным каким-то, знаете, не таким уютным, как раньше, без Хадижи. Я, если честно сказать, расстроилась. Я, конечно же, взяла товар, который я хотела, я скупилась, я поехала домой. Но вот у меня все эти мысли, Хадижа периодически мне пишет. Вот вчера она тоже написала, она вчера посмотрела мой ролик, говорит, Киса, такие красивые постельные, шикарный обзор, почему так мало нашего магазина? Мне прям как-то до слез, я хотела сказать из-за тебя, потому что тебя там нет, поэтому мало. Того, как ты могла красиво рассказать. Я не знаю, у этой маленькой девушки, женщины, как это все, я вот говорю, у меня слезы на глазах, как ей это все в голове укладывалось. Я говорю, так, Хадиж, вот это. Значит так, и все, пошел. А ведь товар обновляется, да? Значит так, эти полотенца, у них есть баня, такой-то, такой-то размер, качество у них-то такое-то, такое-то, дальше идут руки столько, это, то есть. Я стою на нее, смотрю, говорю, Хадиж, вот это, пошла. Это покрывало, оно находится, это, у них такие-то цвета, такие-то петли, то-то, то-то, то-то. Это настолько... Я говорю, возвращайся, Хадижа. Она говорит, ой, Киса, мне уже скучно. Ты знаешь, я так скучаю за этим текстилем. Это настолько была моя работа. Я так скучаю. Я говорю, возвращайся, говорю. Возвращайся домой. Ты знаешь, говорю, этот магазин без тебя осиротел. Вот именно осиротел. Там так не хватает тебя, твоих рук. Такая небольшого роста женщина, знаете, у нее детки маленькие. Но она такая шустрая. У них есть второй этаж, и если она что-то не могла найти, она как кнопка, то поднялась, уже все, поставила мне. Вот это Киса хотела. На самом деле очень важно, чтобы человек находился на своем месте. Это очень... Сейчас у Зарема работает другая девушка, намного моложе. Да, она тоже хорошо работает. Возможно, то, что мы привыкли уже сколько лет с Хадижей, возможно, это, да. Нельзя сказать, что та плохая, но Хадижу никто не заменит. Это однозначно. Они друг друга... Без Заремы не было бы магазина, без Хадижи не было бы того уюта. Они друг друга дополняют. Они оба очень хорошие женщины. Зарема вообще молодец. Зарема вообще сделала такой шаг. Знаете, я у Заремы покупала всегда вот эти стеганые одеяла, вот эти, что я делаю обзор. А Зарема в своем магазине тоже работала как перекупщик. То есть она тоже где-то это покупала. Она напрямую работала с заводом. И вот сейчас работаю с ним я. Но ей какое дело было мне говорить? Я у нее покупала, да, ей шла торговля, как бы ей хорошо. Она говорит, Киса, я смотрю, ты этого очень много покупаешь. Давай я тебя познакомлю напрямую с людьми, которые, ну, с заводом, чтобы тебе какая-то копейка, сестра. Ты все равно сдалека едешь. Я вижу, как ты трудишься, бедная. Какая ты загружена едешь, сколько ты всего набираешь. Я вчера показала ей эту руку, и она говорит, это очень поздно с тобой случилось. Даже должно было раньше. То, как ты таскаешь этот товар на протяжении всех этих лет, то это поздно у тебя вылезло. Должно было быть раньше. Кис, сколько раз говорила, береги себя. Ну, нанимай как-то грузчика в это. Ну, что ты сама? А я нет. Но мне супруг помогает, но все равно, я думаю, грузчиков нанять. Потом с этого магазина до Газели довести тоже нужно заплатить. Чтобы Газель домой довезла, тоже заплатить. В итоге получается копейки. Уже сама готова это все таскать с супругом, или Висхан сейчас будет ездить с нами. Уже, конечно, намного легче мне будет, но все ж таки я хочу сказать, сейчас обратиться к дагестанцам, да, ко всем. Там есть и даргинцы, там есть и
аварцы и многие другие нации. Баркал, большое спасибо вам за то, что там есть местные чеченцы, за то, что вы есть, за то, что вы нас так тепло встречаете, за то, что вы, да, вы продаете, но вы в таком холоде находитесь, вы оптом, у вас там, это не знаю, даже быть мозги расплавятся просто, вы на самом деле делаете уникальную работу, это очень тяжелую работу. Сколько у вас клиентов, оптовиков, которых нужно, каждый, чтобы остался доволен, каждый должен закупиться оптом, это все посчитать. Вот один берет оптом, второй, третий, чтобы не ошибиться, чтобы правильно посчитать. Тут же вот конвейер вот такой идет, газель подъехала, одного загрузили. Тут же подходит конвейер, другого загрузили. Это уникальная работа. Это большое вам спасибо. Баркал вам большой. Ко всем дагестанцам, всех оптовики, все, что вы там трудитесь для нас, вы делаете очень большое дело. Большое вам спасибо. Очень-очень. Еще на чай позовут. Заходи пить чай, куда не зайдешь, это знаете, я не знаю. Дагестан – это такое место, где ты можешь говорить, как хочешь, с ошибками, и тебя везде поймут. Какой бы нации ни был. Есть такой человек, который, женщина, да, которая очень и очень и очень плохо говорит по-русски. Очень плохо говорит по-русски. Она даже нормально не может объяснить. Я ее понимаю. Когда я говорю каким угодно там с элементами, она меня тоже понимает. Но меня никто не смотрит вот так. Там настолько это, знаете, вот братство, то, что 36 разных наций, да, собралось вот вообще там, в Дагестане. На каком языке ты не будешь говорить, если ты будешь говорить там с ошибками на русском, или даже ты будешь пытаться говорить на чеченском, они все равно тебя поймут, что ты хочешь, они тебе все равно дадут. Мы с Хадижей, сестрой, иногда приезжаем и говорим тем языком между собой, на каком они там говорят, то есть с сильным дагестанским акцентом. И это, знаете, ну не то, что мы с них прикалываемся, нет. Очень легко общаться на этом языке, потому что тебя там поймут все. Там не будут говорить, что она несет, да, что она говорит. Там поймут тебя, что ты хочешь, и все тебе продадут, и все будет нормально. Еще скажут, садись чай пить с нами. Обязательно чаепитие с ними, попить чаю, это вообще... А я-то вообще, когда это все начиналось, бывало такое, что жара, и мы находимся целый день. Когда у нас только это все начиналось, была жара, невозможно ходить. И заходили в магазин мы с Анжелой, там она начинала себе что-то выбирать. Мам, то я говорю, так, подожди. Стоп, говорю. Ты делаешь, что хочешь, я пока сейчас не выпью горячего чая. Я говорю, все уже. У них там диванчики есть. Они, конечно, конечно. Или там, где тюли, шторы покупают. Там сразу только заходит киса, сразу накрывается стол, чаепитие. Ну, в смысле, стол. Какая-то выпечка, там, фрукты, конфетки, да. Я напьюсь чая, тогда я работаю. То есть я там в доску своя, они мои, я их. В общем, там контакт есть, как говорится. Спасибо большое вам. Большое спасибо. Это дорогого стоит. И вчера, друзья, я вчера попала в этот магазин же опять. Там не было Хадижи, но там было очень грустно, печально. Девушка хорошая, да. Ну, опять я повторяюсь. Я хочу сказать, Хадижа, возвращайся домой. Возвращайся домой, возвращайся поскорее. Мы тебя ждем. Ты сама говоришь, что тебе без нас скучно. И даже сейчас, она говорит, многие пишут мне, спрашивают цены, я уже из группы уволилась оттуда, лишь бы меня не беспокоили. И я говорю, ты не поверишь, я сама хочу тебе писать. Она говорит, приходит новый товар, я же не знаю, какие уже цены, что там. А люди пишут, мне спрашивают, я уже статус ставила, что я не работаю, не знаю. Я говорю, я сама тебе пишу. Иногда начинаю писать, потом, ой, стоп, она же не работает. Вот. И вчера я пришла в этот магазин, а там, девочки, там шикарные новые полотенца пришли. Покрывала разные. Ну, есть такое, что и раньше было, что я обычно беру, где есть постоянные клиенты и заказы, а есть много нового. Вот. И я вот планирую, просто я сегодня успею, не успею. А сколько сейчас? А давайте я вам сегодня покажу. Я так разговорилась, у меня прям поднялось настроение. Я думала, обзор на завтра здесь, 17:20. Ну, допустим, он у меня будет час идти, да? Час он у меня будет идти обзор. Плюс-минус, ну пусть 1,5 часа, потом грузится где-то час. Но у меня просто желательно, чтобы видео вышло у меня в 7 часов, 7:30 к 8, вот, чтобы были просмотры. Я же уже знаю свое время. Значит, сейчас 17:20, значит, это в 6:20 или 7 я закончу. Ну да, а давайте я сейчас покажу. Пока я в настроении, потому что мне очень тяжело собраться на обзор, потому что это все нужно достать, все нужно показать. Но я настолько рада этому товару, что я приобрела. Это настолько все красиво, тем более подходят новогодние праздники. Чем быстрее, тем лучше. Вы закажете себе, и она дойдет к вам посылочка. Давайте я сейчас. Друзья, ну все-таки решила я сегодня показать, потому что
Я обычно на обзор себя настраиваю долго, ну ладно, пускай. По времени я еще успеваю. Покажу вам сегодня, просто мне не терпится. Первое, что я хочу вам показать, это вот такие огромные банные полотенца. О том, что сказать, что они мягкие и капитально впитывают воду, то это не сказать ничего совершенно. Это настолько прекрасные полотенца. Их можно, вот именно их можно брать как поштучно, так и упаковка. Ну, многие, конечно, хотят брать упаковку, потому что, чтобы себе для бани пользоваться. Вот они вот такого качества, как тряпочки. Многие брали у меня посуду, тряпочки. Мягенькие, мягкие. Они отлично берут воду. У них размеры 90 на 170. Я сейчас одну открою, покажу вам. Вот они упаковки вот такие. Они огромные. Я сейчас одну открою и покажу вам примерно размер, чтобы вы, ну, чтобы вы увидели, да? Потому что хочется посмотреть поближе, правильно? Увидеть, что это. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это огромное полотенце с ростом выше, чем я ростом. Представляете? Оно выше, чем я ростом. Даже у меня по ногам путается. Вот. Это настолько хорошее, друзья, мягкое, настолько хорошее качество. Ним просто, не знаю, все тело можно обмотать. Настолько хорошее у них качество. А мягенькое какое уютное, хорошее. Это просто не передать словами. Очень хорошее. У них абсолютно разные цвета. Нежно-голубое, нежно-розовое. Ну, отличная, красивая расцветка, девочки. Шикарная, мягенькая. Просто красота, красотушечная. Вот так я вам скажу. Вот. Это есть. Анжела, убирай со стола пока это. Аня, оставь пока, оставь. Дальше, девочки, из такой же серии наподобие, тоже 90 на 180, да? Какой это, правильно? Это 90 на 170, который я сейчас показала. Это 90 на 170. А это еще больше, 90 на 180. Вот такие вот полотенца, тоже очень красивые цвета. Вот, я вам сейчас одно покажу, чтобы вы примерно могли понимать. Огромная, девочки, огромная, вот это вот, прям эластичная. Она настолько хорошо берет воду. Вот такой вот здесь рисунок внизу. Вот такой вот рисунок. Оно прям как велюровое, знаете, вот переливается, очень блестит красиво, вот. И тоже очень-очень уютное, хорошо, отлично впитывает воду, в нем уютно, оно прям как покрывало, но для бани, для ванны самый раз. Выйти, обмотаться хорошо, супер. И вот на подарок хорошие эти полотенца, очень хорошие и на подарок. Прекрасное, просто прекрасное качество, просто прекрасное. Далее, друзья, хотела показать самую последнюю очередь, но Софишка мне не дает покоя, честно. Вот такие зайки продаются, и разные там зверюшки есть, волчки там, не знаю, собачки там, ну, всякие разные. Вот такой зайчик. Она давно просила такую игрушку мягкую, чтобы она могла в садике с ним спать, и дома там спать. Ей очень нравится зайчик, такой пушистый, мягенький. А я ей купила, и вот я нашла решение, что ей нужно. Ей нужен был просто, они разные, там розы, вот такой вот зайка хороший. Но он, зайка, идет 3 в 1. Здесь что? Здесь идет как подушка, как игрушка, и также здесь внутри маленький пледик есть. То есть она может полежать, когда отсюда плед достаем, она не становится маленькой. На ней можно лежать и накрываться пледиком. А потом утром встать, пледик на место положить и играться целый день с игрушечкой. Вот сзади вот здесь вот. Вот смотрите. Вот здесь находится пледик. Мы открываем и достаем отсюда пледик хороший, мягкий. Вот такой вот мягкий, хороший пледик, чтобы ребенку можно было накрыться и спать. То есть это в дорогу можно брать с собой, и в поезд, да, и вообще и в садик ребенок носит с собой. Когда куда-то выезжаете там, ну вообще отличный вариант. То есть когда мы достали отсюда плед, да, ну он такой не стал меньше, зайчик. Да, он не превратился там в кого-то, там вообще не, ну, какой-то дряхлый не стал, да, не стал худой. Он такой же и остался почти. И он присутствовал, достали плед, ну, подушечку лег ребенок,
и накрывается пледиком. Но они на самом деле разные. Просто Софишке я купила вот такого зайчика. Красиво на него похожего. Она была очень рада. Хвостику зайчика. Очень такое, знаете, хорошее решение. Пледик с зайчиком. Так, дальше идем. Дальше идем, друзья. Комплекты вот таких полотенец. Это очень хорошая вещь. Они недорогие, но там хороший вариант. Смотрите, здесь идет 2 баня, 2 лицо и 2 руки. И стоит это всего лишь 1500. Расцветки разные. Есть просто синие, есть просто фиолетовые. Есть, например, 2 синих, 2 бордовых, 2 белых, фиолетовые. Чередуются. Они разные расцветки. Вот, допустим, вот такого цвета будут, допустим, одни фиолетовые, либо сиреневого фиолета, либо белый там с разными. В общем, разные расцветки. Здесь, смотрите, вот в комплекте. Они так красиво выглядят, что, знаете, жалко доставать. Но настолько хорошее качество. Мягенькие. Здесь полотенце самое большое 70 на 140. Это баня. Значит, 2 баня, 2 лицо и 2 руки. Шикарное качество. Полотенце просто настолько они мягенькие, настолько они хорошее качество. Прям как будто какая-то игрушечка. Хочется прям вот так вот ласкать. Знаете, ну очень в воду впитывают капитально. Мягенькие, никаких ворсинок после них не бывает. Не портится качество. Очень хорошее качество. Воду впитывают. Во, отлично. Вот такие вот полотенчики. Разные цвета у нас есть, чтобы вы понимали. Дальше, друзья, вот такая вот наборы вот такие. 70 на 140. Это идут чисто подарочные. Это бомба ходовые наборы, которые идут сейчас к праздникам специально приготовили. Они есть лицо, они есть и баня. Смотрите, вот 3 разные расцветки. Они с серебром идут. Видите, переливается. Прям как будто серебро. Размеры у них идут 70 на 140. Вот эта упаковка стоит 2500. Огромные полотенца. Вот такая вот расцветка есть. То же самое, кто любит более фиолетовые цвета. Видите, розовый, нежно-розово-фиолетовый и фиолетовый. Шикарные, девочки, расцветки. Разные есть расцветки. Просто я все не успею показать. 70 на 140 тоже. Длина, вот 70 на 140. Но это вот так вот, чисто вот уже все продается у нас, уже как бы мы готовимся к Новому году, да, уже. Вот на подарок отличная вещь, да, молодой паре. Можно купить набор постельного, например, да, евро. И вот полотенчики, да, вот на подарок совсем близким, ну, а чуть не совсем близким. Вот набор полотенчиков, пожалуйста, самый раз. Расцветки, как я сказала, абсолютно разные. Красивые расцветки, девочки. Просто супер комплекты. Так, дальше идем. Также у нас подарочные, девочки, привезла вот такие вот по 3500, но у них качество шикарное, конечно. Они идут 50 на 90, 100% Турция. Вот. 100% Турция, 50 на 90. Они вот... Сейчас, секунду. Открою. Секунда, девочки. Тут ручка просто, чтобы не поломать. Вот такая коробка красивая, подарочная. И вот такие вот полотенчики. Смотрите, они есть вот такие вот, да? Беленькие, 2 розовеньких, 2 вот такие, как молочные. У них цвета разные. Здесь 2 беленьких, 2 розовых, 2 беленьких. А есть чисто беленькие. Хочется все показать, просто не получается потом так уж сложить. А есть вот чисто белые. Вот чисто белые. Ну, не знаю. Попытаюсь одно. Попытаюсь. Ой, машалла, какая красота. Смотрите. Смотрите, это чисто Турция, девочки. Смотрите, какая красота. Мягенькие, качество, ну просто супер. Не пожалеете. Полотенце прослужит у вас 100 лет. Выкиньте, потому что оно вам надоело. Очень хорошее качество. Очень. И вот они, как я и говорю, есть разноцветные, есть одного тона. Посмотрите. Розовенькие, беленькие, как бы серый такой цвет. Вот такие вот комплекты у нас есть в наличии. Так, это Анжела потом сложит аккуратно.
У меня на это время нету. Так. Также вот такие. Понедельник, вторник, среда, четверг. Тоже прекрасные наборчики. Прекрасные. На подарок отлично. Посмотрите. На подарок отличная вещь. И они вафельные. Очень хорошо впитывают воду. И для кухни в самый раз. Вот подарочек, пожалуйста, с ручкой. Вот такой вот красивый подарок. Дальше идем. Дальше, девочки, вы помните, у нас такие были разноцветные, и они у меня улетали как семечки. У них очень хорошее качество. Это вот тоже Турция, набор салфеток 50 на 70, 12 штук. Здесь 12 штук вот в наличии находится, в этом комплекте 12 штук. Они очень хорошие, они на кухне просто незаменимая вещь. Вот реально говорю вам. У меня разноцветные, но тогда таких не было. И вот рисунок выбитый, видите, вышивка прям, настоящая вышивка идет. Вафельные, отлично берут воду. И на кухне, как я уже сказала, ну тут просто потемнее есть цвет, посветлее и еще посветлее. Вот. А светлые, приятные тона, девочки. Очень, просто, они просто самая нужная вещь. Они были по 2 700, сейчас они по 2 500, вот эти комплекты. Но они очень хорошие. Просто советую. На подарочек. Так, идем дальше. Это можно относить. Аккуратно только. С упаковок тут ничего не достается, просто вот показывается. Вот это, ну, оно уже открытое, его можно вот показать. Сейчас, секунду. Так, девочки, дальше. Еще многие спрашивали вот такие вот полотенца у меня. Вот их 6 штук в упаковке. Они также есть и лицо, и руки, если что. Вот, здесь размер 70 на 140. Это баня. В упаковке 6 штук. Одно я достану и вам покажу. Потому что, конечно же, вы захотите увидеть и понять, что в этой упаковке. 70 на 140. Вот так вот выглядит каждое полотенчико. Бисмиллахи рахмани рахим. Вот такие вот. Они большие, красивые полотенца. Очень красивые. Вот здесь вот так вот сердечки. Нежно-розовый красивый цвет. Очень мягкие. Очень мягкие. Очень хорошо будут брать воду. Очень хорошо. Вот такое вот огромное полотенце, девчонки. Вот вы видите, качество просто отличное. Я всем буквально советую. Вот, кладем на место упаковочку, полотенце наше. И будет все капитально. Так, вот, абсолютно разные цвета, видите? Абсолютно разные расцветки. Выглядит это очень-очень красиво. Дальше, девочки, из серии вот этой я сейчас телефон положу, сниму телефон и покажу в приближенном виде, чтобы вы могли понимать, насколько, как это сочетается, как идут комплекты, как их можно купить. То есть, допустим, баня, лицо и руки, ну, в одной расцветке, только размеры разные, да? Вот сейчас я вам это покажу. Девочки, ну вот смотрите, вот такие вот новинки. Часто многие спрашивают: Киса, нам для мужчин что-нибудь потемнее. И вот такое, Кис, старайся привозить, чтобы не было ничего такого, что вот наверху, что отрывается, что при стирке куда-то пропадает, исчезают какие-то там висюрки, без этого. Я теперь привожу все только то, что ничего не отпадет, не отклеится. И для женщин, и для девушек, и для бабушек, для всех тут. Ну, вот так вот идет. 3 полотенца, это баня, да, вот комплект. Такой же точно идет комплект лицо, да. Такой же точно идут руки. Но это больше как бы для парней, для мужчин. Все равно у нас ванны, для парней, для мужчин мы используем отдельное полотенце, правильно? И для них-то лучше вот и на подарок, там, может, где сын военный работает, может, там куда-то нужно будет с собой взять, либо вообще
человек пришел с работы, там где-то на заводе работает. Ну, в общем, вот эти вот расцветки для мужчин самые лучшие. Дальше вот такие вот расцветки тоже. Нежно-фиолетовый цвет, серо-коричневый приятный, голубой. Это вот это баня. Дальше вот такие вот цвета, тоже нежно-розовый, коричневый, нежно-голубой, нежно-фиолетовый, голубой. И вот такие уже вот руки. Эти бантички, это все потом снимается. Просто это для, извиняюсь, для оформления так сделано. То есть вы понимаете, да? Вот так вот это выглядит. Я столько привезла красоты, что мне хочется поскорее все показать. Далее вот такие вот симпатичные лошадки. Может, больше даже к деткам. Хотя разницы нет, но вот очень хорошая фибра такая, мягенькая. Вот розовенькая, белая и серая. Вот и серая. Дальше вот так вот идут у нас руки. Вот у нас идут руки. Вот, например, в некоторых есть руки 5 штук, да? А в некоторых руки есть 6 штук. Тут тоже вот. Лицо, руки. Баня, лицо, руки. Дальше кис. Это мои полотенца. Киса. Голубое, белое, розовое. 2 розовых, 2 коричневых, 2 белых. Вот. Да, то есть из этой серии дальше еще будут у нас полотенца. Вот из этой кис-серии. Но уже будут немножко они другие. Это чтобы вы понимали. Также, девочки, это вот, знаете, в наличии я показываю то, что вот сейчас есть по комплектам, да, допустим, 3 в одном. Да, одна расцветка, но 3 варианта. Есть такие люди, которым, допустим, не нужны руки или не нужна баня, да. Для этого тоже есть другие расцветки. Это тоже можно подобрать. Я вам сейчас покажу. Дальше, девочки, как я и говорила, дальше показываю, что есть такие полотенца, которых только баня, вот с ромашкой. Тоже разноцветные. У них рук, лица нет. Они просто баня. Тоже прекрасная расцветка, эластичная, хорошее качество, 70 на 140 размеры. Очень ходовая модель, очень, к сожалению, нету рук и лица. Но некоторым людям не обязательно, да, ну, как бы, киса, не обязательно. Можно таких и таких, таких разных. Я очень поддерживаю, да. Ну, какая разница, если у меня в кухне будет из этой серии одна расцветка, в ванной другая расцветка. Ну, даже как-то, ну, как сказать, разнообразие, что ли, да. Ну, не обязательно. Это, ну, на вкус и цвет товарища нет. Но просто я хочу сказать, что вот это только баня. Вот их 3 штуки, ромашечки. Давно мы их спрашиваем, но их не привозят. Вот осталась баня и все. И то я забрала последние сейчас. Вот такая расцветка. Есть у нас баня. Вот. Из этой серии руки. Вот рука девушки называется. Рука, вот, которая вот так. Это везде моя это видно, да? Вот такие вот руки, посмотрите. Вот такие вот нежнейшие, красивые расцветочки. Вот такие полотенца есть и баня, лицо и руки. У них есть все. Баня, лицо и руки. То есть многие на подарок дарят именно комплектом. И берут именно комплект. Комплект это что? Где 3 бани, где 5 лицо и сколько руки? Ну, там бывает плюс 5, 5, 6 по-разному комплекты. Некоторые хотят вот именно одной расцветки, да, вот чтобы это такие же были баня, лицо и руки. То я вам говорю, из этой серии они есть. Дальше идем. Дальше. Что еще хотел показать? Дальше. Вот такие вот расцветки. Это вот рука. Тоже очень ходовые. Девочки брали их хорошо у меня. Вот с такими рюшечками в конце. Очень такие, знаете, симпатичные, модные, что ли, да. Ну вот молодежь вообще особенно любит их. Это вот руки, вот такие цветочки. И такие же есть и бани. Смотрите. 70 на 140. Такие же есть и бани. Очень-очень красивые. Я сейчас одно покажу. Бисмилlah, вот упаковочка вот такая уютненькая. Вот здесь вот бисмилlah рахмани рахим развязывается. И, ой, какое мягкое, девочки. Это что-то. Вы будете меня за это благодарить. Я вам обещаю. Ну, так, ну, каждое такое, просто я не каждую упаковку открываю. Почему? Потому что потом упаковать уже не получается так. Посмотрите. Вот здесь вот цветочек в уголку. Рюшечки вот такие. Какие мягкие, девочки. Ну, как вам передать через камеру?
Насколько мягкие, хорошие полотенца. Посмотрите. Они ж мокрое тело сразу будут впитывать воду. Вот, ну, как бы дураку понятно, да? Вот 70 на 140. Вот такие вот красивые полотенца. Смотрите, какие они. Огромные, девочки, огромные. И вот штучка есть, ванну повесить на крючочек. Вот она. Тоже, ну, шикарно, девочки. Просто шикарно. Берите сейчас. Подходят праздники, Новый год, Рождество дарить. Хотя подарки нужно дарить всегда и от души. Но сейчас бы казалось все равно, хоть и в стране не очень такие радостные события происходят, как бы настроение у всех не очень, но все равно каждый накроет стол, каждый захотит сделать другому подарочек, да. Это вот такие вот прекрасные подарки, да. Они у нас тоже есть. Это чтобы вы понимали, то есть это все комплекты вот эти 3 в одном. То есть вы можете заказать комплекты, где баня, лицо, а также можете заказать вот так, например. Из этой серии мне нужно там лицо и руки, или мне нужна баня и руки. Ну просто в основном берут вот так комплектами. Баня, лицо и руки. Бывает такое, что киса, можно вот такие руки, ничего страшного, да, например. Вот такое лицо и там баня. Разница лишь бы качество одно. Ничего, если расцветка будет другая, ничего, отправляй, пожалуйста. Даже как-то разнообразие. Это уже, как говорится, на вкус и цвет. Идем дальше. Так, девочки, идем дальше. Вот такие вот классные полотенца. Просто супер. Их в упаковке 8 штук. Это 8 штук. Тоже отличная вещь для подарка. Это как бы лицо, но многие используют и для бани тоже. Это вот такие прям хорошие полотенчики. Вот такой рисунок нарисован, очень красивый. Вот. Девушка, ну не хочу я открывать упаковку, мне просто не удастся так уже сложить. Но они идут, это для лица. У них размер, как у нас для лица идет, какой размер? Вот. 50 на 90, да, у нас идет для лица. Да, 50 на 90 лицо у нас идет. Руки у нас идут 36 на 75. Ну вот смотрите, вот такая вот красивая упаковочка. Тоже вот здесь видите, вот такие вот рюшечки. Разные абсолютно цвета. И их можно подобрать, да, вот они идут с этим комплектом. Вот здесь 50 на 90 это лицо, тоже вот фиолетовые, нежные, 2 беленькие, 2 розовые. Вот такая вот симпатичная упаковочка. Тоже на подарочек можно, да, смотрите, как красиво. Вот. И что я хотела показать. Таких одну хочется достать. Одну хочется достать и показать. Ну вот, как красиво сложенное полотенчика. Вот это из рук. Это то, что для рук. Они есть еще баня и есть они лицо. Если кому надо заказывать прям, чтоб под цвет, они есть баня и лицо. Ну вот смотрите, какая красивая расцветка. Просто супер. И мягенькие, очень хорошие. Их упаковки 12 штук. Вот там праздник, там, либо какое-то событие, там, да, когда в доме много гостей. Вообще очень хорошая вещь. Вот дайте салфетки, руку видеть. Либо на кухне, там, готовимся к празднику какому-то. Всегда очень нужная и хорошая вещь. Очень хорошая. Вот эта вот упаковка, здесь 8 штук вещи. Вот в этих 6 штук. В этом вот 6, а здесь 8 штук. Качество, девочки, я вам клянусь, просто бомба. Будете меня благодарить. Это те полотенца, которые проверенные, которые я давно привожу, которые занимаюсь, и я знаю им цену. Это очень хорошее полотенце, очень хорошее качество. Мягенькие, посмотрите. Они очень мягкие и шикарные. У них тоже есть баня, кстати. Вот. Так, дальше. Дальше. Серия вот таких полотенец. Смотрите, девочки. Их 6 штук. Они тоже такие, знаете, более серые тона. Они 50 на 100. Нет, девочки. Вот эти вот 50 на 100 они идут. Они большие. 50 на 100. Вот эти у нас идут
50 на 100. Это тоже лицо. У них вот такие вот расцветки. Но вы видите, коричневая, серая, как бы желто-золотая и светло-серая, да? Ну и вот еще отсюда розовая. Вот. Просто достать, чтобы вам показать. Вот такое вот красивое полотенчико. Смотрите. Очень красивое. Как будто кубиками, да? Кирпичики или кубики. Очень красивое, хорошее качество у них, девчонки. Очень. Они большие полотенца. Прям большие. Прям большие. И вот здесь вот так вот переливается. Очень красиво смотрится. Прям качество. Ни нитки не тянутся. Ни при стирке ничто с ними не происходит. Они реально очень хорошие полотенца. В них в упаковке 6 штук. Девочки. В упаковке их 6 штук. Одно я достала. Вот эта упаковка, в ней 6 штук. Очень хорошие. Очень. Дальше, девочки, вот такие. Это тоже у нас идут мужские. Мужская упаковка, девчонки. Для мужчин. Их тут сколько у нас? 6 штук. В упаковке 6 штук идет. Посмотрите. Вот такие цвета. 6 штук идет в упаковке. Вот. Здесь тоже 50 на 100 размеры. Да, 50 на 100 что ли? Да, 50 на 100. Очень хорошее качество, девочки. Но они некоторые есть у меня в открытом виде. Вот. В открытом виде. Поштучно можно купить. Вот есть одна упаковка открытая, в ней не 6 штук, а 5. Одно, видимо, забрали кто-то. Вот поштучно, если кому надо, я тоже продам. Вот есть они в наличии. Вот серенькое полотенце. Вот такое вот синее полотенце. Это вот там, где мужчины, в ванну, самый раз. Самый раз. И будете еще меня благодарить за это. Вот такая вот расцветка. Смотрите. Вот такая вот расцветка. Ну, прям такие мужские. Мужчине на подарок к Новому году можно подарить свободно. Вот. И вот светло-серенький тоже. Светло-серые. Вот. Вот такая вот расцветка красивая. Посмотрите. Вот. Вот эти вот они полотенчики. Да? Это есть. Дальше. Девочки, еще вот такая прекрасная новинка. Тоже полотенца. Они очень нежные. Их можно брать по одному. То есть один баня, одно лицо, одни руки. То есть это расцветки. Я вам сейчас покажу. Девочки, ну вот так вот это выглядит, смотрите. Этого брать можно поштучно. Вот 70 на 140 идет. Это вот серенькие, голубые, серое другого цвета, розовое. Также для лица. Лицо 50 на 90. Розовое, серое, голубое. То есть это лицо. И вот так вот руки. 34 на 75. Тоже серенькое, розовенькое, голубое. Они еще называются радуга. То есть вы можете взять голубые руки, серое лицо, розовая баня. Либо одного цвета. Разницы нет. Вот радуга-дуга называют, да. Я сейчас поштучно покажу, как это выглядит. Некоторые, когда заходят, оптовики говорят, нежное, дайте полотенце. Они вот эти дают, уже все знают. Они очень нежные. На подарочек, да, вот, например, вот. Баня, допустим. Лицо, руки. Вот комплект. Баня, лицо и руки. Допустим, киса, мне нужно по одному. Многие берут по одному. Киса, мне, пожалуйста, 2 бани, 2 лица, 2 руки. Или киса, мне 2 бани только. Киса, мне только 2 лица. Ну, желательно, чтобы это, потому что это очень нежные, хорошие полотенчики. Их размеры вы видите. Вот. Вот это лицо. Вот у нас идут руки. Руки, лицо, баня. Сейчас более
в таком виде, чтобы вы увидели. Я раскрою по одному и, конечно же, вам покажу. Потому что то, что я вижу, это вижу я. Плохой товар я вообще не привожу. Но я хочу, чтобы как можно ближе увидели это вы. Итак, друзья, идем. Значит, начнем с бани. Просто хочу вам показать, потому что вы же не можете пощупать, да, вы же не рядом находитесь. Поэтому я... Вот 70 на 140. Огромное полотенце. Вот с такими сердечками. Мягенькая, мягенькая. И, кстати, новинка, которую я вчера вам показывала на видео, там, на оптовой базе, я их домой привезла. Их очень много. Они шикарно красивые полотенца. Шикарно красивые. И вы в этом убедитесь. Там есть и баня, и лицо, и руки, но они упаковками. Вот это вот то, что поштучно, но это тоже качество. Это просто, я не знаю, это... Вы будете писать: киса, спасибо, 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 еще хотим. Вот. Настолько хорошо берет воду, это реально огромное. Смотрите, какое огромное полотенце. 70 на 140. Мягенькое. Для ванной в самый раз, девочки. И тоже есть вот повесить в баню на крючочек, да. Вот, ну, вот так вот. Вот так вот это смотрится. Это у нас идет баня. Баня. Эти все, помимо этого видео, все это фото будут у меня в Телеграм. И у Анжелы будет это в Телеграм. Чтобы вы могли ближе посмотреть на фото. Чтобы вы могли заказать, допустим, киса. Я вот хочу вот это. Вот такой расцветки. Это легко на самом деле, как сказать, ну, передать мне то, что вы хотите. Еще раз, люди, которые не знают, я в конце ролика покажу свой Телеграм Анжелы, потому что многие не знают, как перейти. Это все я покажу. Дальше идем. Показываю вам лицо. Из этой серии, но лицо. Вот. Открываю вот так, хорошо закрытые упаковочки. Открываю. Девочки, это у нас лицо. Пахнет чистеньким, свеженьким. Вот у нас идет лицо тоже. Большой, хороший размер. Такой, что и в ванну можно с ним сходить. Хороший размер, тоже вот крючочек. Это у нас идет лицо. Лицо у нас, как я говорила, 50 на 90. Бывает 50 на 100. Это в данном случае 50 на 90. Ну, отличные, девочки. Я не знаю, как вам передать через камеру, чтобы вы мне поверили. Но смотрите, никаких ворсинок, никаких катушек. Если будут, отправите назад мне. Это настолько хорошо берет воду. Такие мягенькие. Просто вот когда их при стирке, то лучше использовать ласку. Все-таки с лаской они будут более нежнее, более приятнее. Вот мягенькие будут. Ну вот такое вот лицо. Вот такая вот расцветка. Нежная, красивая, голубенькая. Вот. Ну и покажем руки. Руки давайте серенькие откроем. Руки у нас идут 34 на 75. Ну, салфетка для рук. Вот такая вот серенькая. Вот руки. Смотрите, какие мягенькие. Смотрите. Очень хорошее качество. Очень просто. И удобно, знаете, потому что, ну вот как сказать, если бывает, если, ну, упаковку, если раскрыть ее, да, вот упаковку, вот если раскрыть, сейчас покажу я. Вот если раскрыть ее, да, можно отсюда взять, этот кисть, 2 хочу. Можно отсюда достать 1. Но потом остаток, редко кто, все говорят, да не, упаковку. Нам на подарочек, или нам на семью. Нам, чтобы 3 пользоваться так, 3 стирать, 3 пользоваться. Нам вот, ну, мало кто берет. Поэтому упаковка, да, ну, в основном 95% берут упаковками. Но те, кто не хотят брать, да, упаковками, или там хотят просто на подарок, либо просто себе дополнительно, им в самый раз взять вот так, вот, пожалуйста. Баня идет голубое, розовое лицо идет и серенькая руки. Все. И мне то-то, или у меня 2 таких комплекта. Соберите, разницы нет, они все цвета красивые. Баня, лицо и руки, 2 комплекта, либо 3 там, на подарки, да, люди? Люди красивую сумочку покупают, бантичком обвязывают полотенчики, сумочку подарок к Новому году. Вот, пожалуйста. То есть, ну как-то так. Идем дальше. Девчонки, продается вот такое одно огромное полотенце. Огромное. Оно поштучное. Это баня, ванная, банная. Вот оно.
Вот такой нежно-серой расцветки. Очень хорошее качество, как атлас, прям вот такое мягенькое, хорошее. У него размер, я сейчас скажу, где я видела размер. У него размера 100 на 150. 100 на 150. Вон, огромное какое. 100 на 150, девочки. Оно вообще огромное полотенце. Оно одно. То есть не упаковками, поштучно. Да? Оно вот одно. Вот такое вот красивое банное полотенце. Вообще, прям вот, знаете, прям как покрывало. Настолько оно хорошее. Вот, дальше идем. Ну, естественно, вот такие вот тряпочки. Очень хорошие, как и полотенца сейчас из такого качества делают руки. Да, есть побольше, есть поменьше. Есть просто вот без рисуночка, а есть вот такие вот с рисуночком. Очень хорошо посуду мыть, хорошо стирает, сушит. Если нужно вытирать посуду, да, там хорошо высушивает. Со стола стирать клееночку. Очень красиво. Окна мыть, там тумбочки. Ну, наводить в доме порядок. Они хорошо впитывают влагу и насухо вытирают любую поверхность. Очень хорошие, разные цвета. В комплекте 1, 2, 6 штучек. Вот в комплекте 6 штучек. Также и здесь. Но здесь, если кому поменьше. Например, посуду мыть поменьше желательно. Вот такое полотенце не нужно рукой мыть посуду. Вот эти лучше, да. Ну, а там вытирать, заниматься уборкой желательно вот такие вот, да. Они тоже есть в наличии. Дальше у нас такие полотенчики есть. Вот. Понедельник, вторник у нас. Среда. Четверг. Подождите, среда. Где у нас четверг? Четверг потерялся. Вот он где затаился. Четверг у нас грибочки. Мухомор, да? Пятница. Угу, Савичка помогает. Пятница у нас вот такая вот. Томаты у нас и кукуруза. Пятница. Суббота у нас вот такая вот кукурузка, суббота. И воскресенье баклажан и морковка. По недельке продаются качество, девочки, у них. Хлопок очень чистое, хорошее качество. Вот именно вот как по ГОСТу, как тогда, да? Качество. Вот это суббота. Да, очень-очень хорошее. Вот. Воскресенье. Воду любую и поверхность такие, знаете, натирает там, чтобы на тумбочках, там, чтобы не было полосок, да. Вот на кухне там вот готовите, руки вытереть. Очень хорошее качество, девочки. Просто я вам говорю, на кухне для женщины. И повесить можно, да, например, на кухне. Так, сегодня воскресенье, повесили в воскресенье, там, когда суббота, субботу, да, на подарок отличная вещь, там. Пускай свекровь подарит невестке или невестка свекрови, либо мама, дочка, дочка матери, да, вот подруге там, да, вот свекрови, ну, сестре. Отличное такое для женщины. Дочки. Хороший подарок, да. Вот. Их в наборе 7 штук, ну, дни недели, понедельник, вторник, среда, четверг. Понятно, да? И завершаем сегодня на вот таких полотенцах, которые я вам вчера показывала. Вот они, 70 на 146 штук. Это баня. Один рисунок, девочки. Рисунок один. Все под цвет. Вот такой вот рисунок. 70 на 140. Баня. Вот такие вот расцветки. Очень хорошие. Девочки, я просто голову даю на отсечение. Это просто что-то. Просто что-то. Я такие вижу впервые. Дальше. Такое же 6 штук. Это у нас 50 на 100, и размер хороший, не 50 на 90, 50 на 100, это у нас идет лицо. Вот лицо. Лицо 6 штук. 6 штук лицо у нас идет. И руки у нас 12 штук идут, они 34 на 76. Вот все под цвет. Вот все под цвет идут руки. Так, какое достать? Это сколько? Посмотрите, девочки. Посмотрите, какая красота, девчонки. Ну, я не знаю, ну как вам через камеру, как это все? Это ж вот. Это просто бомба.
Я не знаю, могу ли я передавать свои эмоции. Я просто, знаете, я, может быть, много повторяюсь, говорю одни и те же фразы, но вообще я привожу товар тот, от которого я, не знаю, пребываю в таком состоянии, но что мне сильно нравится. Вот товар, который мне не нравится, я еще раз говорю, ой, не хочу, это да, им пойдет. Клянусь Аллахом, у меня такого нет. Вот Я это всегда за то, болгарский. чем бы я пользовалась сама. Привожу то, что мне нравится от души. А вкус у меня есть. И вкус у меня есть, и уже, знаете, у меня есть уже, ну, как это правильно сказать, крутится в голове. Ну, я могу понять, где хорошо, где плохо. Буквально достаточно мне в руки взять, да, я могу понять, что это за качество уже, да. Уже время, уже у меня стаж есть в этом плане, скажем так. Отличное полотенце, просто отлично впитывают воду. Просто стирайте их отдельно в стиральной с ополаскивателем, чтобы они прокрутились там как можно меньше. Не нужно их застирывать, это все потом, это все портит качество, это все потом становится похожим на тряпку. Просто прохладной водички с лаской, любой ополаскиватель, там полпробочки, и ваши полотенчики будут, вам прослужат 100 лет. Вот. Мама, ты что, забыла, как это называется? Вот такая вот красота, девочки. Как я и сказала. Вот я. Это болгарский Вот я перец. одно достала, вам показываю отсюда. Вот расцветки. Вот это руки. Вот это баня. Представьте баню. Но я доставать не буду. Нет, куда там? Я не смогу так упаковать красиво. Вы что? Руки еще как-то получится, а баню нет. Но вы поняли, что это за качество. Вы поняли, что это за полотенце. Это тот товар, который обязана иметь каждая женщина. 100%. Супер. Супер. И Да, вот я так. пока что папе И покажу. вот такое вот лицо. Тоже 6 штук. Качество. Я не знаю, у меня просто нет слов. На этом я буду завершать. Я правда сегодня не собиралась, потому что у нас такой день был сегодня, знаете, у меня тоска, уехала мама, как-то мужчины занимались машиной, потом стелили в дом ковролин, все-таки в ту комнату, где у меня ламинат, Ковролин. я хотела же купить ковер, ну такой, чтобы от дивана и ну вот именно где диван, где ноги, да, находятся, но все-таки, думаю, на зиму все равно, где дует, где что, у нас был, ну, новый, там, попользовались мы год, ковролин постиранный лежал в новом доме на крыше, связанный, все. Сегодня Висхан с отцом занесли его, постелили, я вам завтра покажу. И теперь так уютно как-то стало, тепло, а то прям уже на улице снег, у нас и сейчас идет на улице снег. Поэтому занимались такими делами, я просто думала, сегодня расскажу, поговорю с вами, может, что и забыла, ну тогда на следующий раз. А потом раз, и вдохновение пришло, и вот, давай-ка покажу. Хотя мама уехала, и настроение было у меня на нулю. Я очень такой человек, привыкаю к людям, особенно к любимым людям, которых я сильно люблю, так вообще. Я вот уже хожу потом целый день, не могу себя найти. Вот чем бы я ни занималась, что бы я ни делала, мне кажется, все. Вот, если бы я просто вышла с вами пообщаться сегодня, вот правда, у меня такое было. Ну я сама себе говорю, ну все хорошо, уже Висхан дома, Анжела, вся семья в сборе, ну все хорошо. Нет, я не могу себе найти место, вот ничего нет такого, чем бы я занялась. И кушать наготовила, мама всего уехала, всего полно, холодильники все позабивали, и голубцы, и котлеты, и отбивные, всего-всего наделали, салатов разных, корейских и так далее, то есть полно всего, пельмени налепили. Но вот не хочется ни обзор показывать, ни посылку, ну посылки собирать это сейчас надо по-любому, да, хочешь не хочешь, чтобы завтра отправить, но вот такое настроение было, думаю, дай-ка я запишу, пообщаюсь с людьми, хотя вот я с вами разговариваю, я вас не вижу, да, но я разговариваю так, я уже привыкла, как будто меня много людей будут слушать, как будто вот я вот чувствую, что вот вы там где-то сидите, и вы меня слушаете, вы меня видите. Большое спасибо всем. Вот сегодня я поговорила с вами, показалось, мне вот, хотя я только себя вижу, мне показалось, что я прям пообщалась с людьми, да, я отдала свою энергию, все свое самое доброе, вот положительные эмоции. Вот это я все покупала вчера, но мне так радовало, но такое все хорошее. Вот все, что у меня внутри вот это хорошее, я все отдала и передала, ну, насколько я могу, друзья. Всего доброго, всего хорошего.
Спасибо вам большое за все. Вот вчера показала, вот сколько людей, это почти каждый второй писал. Не переживай, киса, все хорошо. Спасибо, это дорогого стоит, что такие люди есть, к которым всегда обратись, и люди всегда дадут хороший совет, либо подскажут, и ты уже не переживаешь. Все, я уже заболталась. На следующий раз вторая часть. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, ну и немножко покажу свой телеграм, чтобы вы понимали. Вот он, Киса Чечня замужем. Вот, это моя страничка. Вот вы сюда заходите, файлы. И тут чего только у меня нету, девочки. Чего только здесь нету. Все есть. Зарядка садится. Все есть у меня в Телеграме. Посуда различная, подарки, я не знаю. Все сейчас у меня я поставила себе, ну, я записывала ролик, я поставила себе, чтобы мне никто не писал, не звонил, чтобы не отвлекали. Поэтому выключила мобильные данные, из-за этого вот эти окошки не открываются. Ну, очень много посуды разной, полотенца, пледы, различные наборы. Ну, в общем, всего, чего только у меня здесь нету. Вот, чтобы вы видели, Киса Чечня замужем. Вот моя страничка.